Друзья, добрый день! На улице весна, расцвели одуванчики, распустились. И я хочу вас научить новому слову. Вы знаете слово «бак», «сад». Так вот, если мы повторим слово «бак-бак» дважды, получим одуванчики. Итак, запоминаем «бак-бак», «одуванчик». А теперь приступаем к основному уроку. Сначала давайте выучим новые слова. От басы – семья, жануя – семья, тутен – семья, шанырак – семья, эше – семья, отау – семья. 6 слов, и все обозначают семья. И вот сегодня мы давайте рассмотрим, в каких случаях какое слово будем применять. От – огонь, уя – гнездо, тутен – дым, тутеу – дымить, загораться, кютеру – поднимать, и шанырак – это купольный круг, центральный элемент юрты, под которым устанавливают очаг. От – огонь. Огонь отогреет юрту. Когда на улице холодно, зима, разведем огонь, и в юрте будет тепло. То есть огонь отогреет юрту. Выделено огонь, выделено от. И в словаре у нас от – огонь. От – огонь. От искры получим огонь. Всем известная фраза «от искры возгорится пламя» мы немножко переформулируем. От искры получим огонь. От выделено и выделено огонь. От огонь. На картинке от огонь. Следующее слово уя гнездо. У яиц есть свой домик, гнездо. Когда птичка высиживает яйца, она высиживает их в гнезде, то есть это их домик. Уя выделено и выделено слово гнездо. В словаре уя гнездо. Уя гнездо. Тутен дым. В тумане тень на дым похожа. Тутен дым. И в словаре тутен дым. Тутен дым. Когда на дым смотришь, можно много разных очертаний увидеть, похожие на тень. Поэтому тутен дым. Тутеу – дымить, загораться. Но если тутен дым, от дыма нет дыма без огня, значит тутеу – дымить, загораться. В тумане терновник дымит. Туте – дымит. Тутеу – дымить, загораться. Кютеру – поднимать. Мужчина в котелке ругался, смешно поднимая руки. Представляем картинку. Идет мужчина, у него на голове котелок. Шляпа такая. И этот мужчина в котелке очень сильно ругался, при этом смешно поднимая руки. Кётер – поднимая. И в словаре у нас кётеру – поднимать. Шанырак – это купольный круг, центральный элемент юрты, под которым устанавливают очаг. На очаг ставим чан и баурсаки жарим. Чан, мы знаем, что в казахском языке нет буквы Ч, значит будет шан и баурсаки жарим. Выделено очаг, выделено шан
и рак. Шанырак. Смотрите, еще можно не только баурсаки, но и раки жарим. То есть на очаг ставим шан и раки жарим, варим, все что угодно. Вот он, шанырак. Итак, давайте повторим новые слова. От – огонь, уя – гнездо, тутен – дым, тутеу – дымить, загораться, кётеру – поднимать, шанырак – купольный круг, центральный элемент юрты, под которым устанавливают очаг. Итак, мы помним, что слово «семья» мы можем перевести на казахский язык, используя 6 разных слов. Ну, давайте разбираться по порядку. Первое. Официально принятый перевод слова «семья» – это отбасы. В юрте самое главное, самое важное место – это место, где расположен очаг, то есть центр юрты. Поэтому и новая семья – это новый очаг, новая юрта. Давайте рассмотрим слово «отбасы». Мы видим здесь слово «бас», это голова, это начало. Видим слово «от», которое мы только что выучили, это огонь. Ну и здесь буква «ы», это притяжательное окончание, которое мы еще с вами не проходили. Поэтому вникать в него не будем, почему оно применяется, а просто запомним. Получается дословный перевод. Отбасы – начало огня. Давайте составим предложение. Это моя семья. Попробуйте перевести самостоятельно. Правильно. Мынауминен отбасым. Ата, ажи, ана, аке, мен балалар мынау отбасы. То есть, как вы переведете? Дедушка, бабушка, мама, папа и дети – это семья. Второе слово, которое очень часто используется в быту, это жануя – семья. И снова мы видим знакомое слово «жан» – душа и новое слово «уя» – гнездо. То есть получается дословный перевод «жануя» – это гнездо души. Ну, действительно, если в семье лад, мир, то каждый член семьи торопится скорее домой, попасть в родные стены, к родным людям, чтобы там отдыхала его душа. Поэтому жануя – семья, ну, в принципе, это гнездо души. Теперь, используя это слово, попробуйте перевести. Это наша семья. Мынау бізден, жануямыз. Хорошо. Бізден, жануямызда ана, аке, қыз бен ұл бар. Как вы переведете? В нашей семье есть мама, папа, дочь и сын. Қыз бен ұл, бен – это у нас союз. Следующее слово, которое очень редко используется в быту, но оно есть. Это тутен – семья. И мы помним, тутен – это дым. Тутен, тутеу – это создать семью. А мы с вами учили, что тутен – дым, тутеу – дымить. То есть нужно разжечь очаг, чтобы пошел дым. И для этого, а если в юрте
есть люди, которые могут разжечь огонь, значит, на этом огне будут готовить еду. Для кого? Для семьи. Вот поэтому тутен тутеу – создать семью, то есть раздымить дым, да, разжечь очаг. С этим словом тутен – семья попробуйте перевести это предложение. Это ваша семья. Мнаусезден тутененес. Хорошо. Без тутен тутеймес. Как вы переведете? Мы создадим семью. Тутеймес – это переходное время. Следующее слово, которое используется в быту кочевников, это шанрак – семья. И у кочевников, и у людей, которые живут в домах, оседлые, так скажем, племена или народы. Создается новая семья, и родители всегда хотят им дать новую юрту, отдельную квартиру, отдельную комнату. То есть место, где молодая семья может жить, начинать жить самостоятельно. И поэтому шанрак – это семья. Теперь немного истории. Казахи – это кочевой народ. Веками они жили в юртах. Юрта – удобное и практичное жилище, которое легко собирать и разбирать во время кочевых переходов от пастбища к пастбищу. Это символ культуры Казахстана и других тюркских кочевых народов. Само слово «юрта» можно перевести как «родина», «отечество» или даже «народ». Также юрта в казахской культуре представляет собой некую модель мироздания. Купол юрты венчает шанрак, который представляет собой решетчатую крестовину, вписанную в круг. Он нужен для того, чтобы поддерживать боковые элементы юрты, но главное, он нужен, чтобы пропускать солнечный свет и выпускать дым из очага. Шанрак нельзя было переворачивать или ронять. Если на шанрак попадала кровь, то его раскалывали и сжигали в огне. Шанрак – это признак продолжения рода. У казахов сын, получивший шанрак в наследство, назывался хранителем шанрака. Если гость в чужой юрте вел себя нескромно, ругался или кричал, то для такого гостя существовала поговорка «говори, посматривая на шанрак», то есть угомонись. Ну и давайте посмотрим устойчивые выражения. Шанрак көтеру, то есть поднять купольный круг при установке юрты. И шанрак көтеру – это создать семью. Кстати, обратите внимание, что на гербе Казахстана в центре вы можете видеть изображение шанрака. Вот насколько важен этот элемент юрты для всего казахского народа. Дальше разбираем слово, которое еще распространено в разговорной речи. Это уй-эше. Это тоже семья. Но вот смотрите, слово «уй» – дом мы знаем, «эш» – внутренность. Последнее – это тоже окончание притяжательной формы. Пока тоже его не разбираем. Это третье лицо, мы до него дойдем. То есть уй, эше – это те, кто внутри дома, то есть домашние, то есть члены семьи или семья. И еще последнее значение – это отау, молодая семья. То есть, если семья прожила много-много лет, никогда про нее не скажут отау. Отау – это
ну, наверное, в течение года, полугода молодая семья. Даже юрта, если у них есть, вот эта юрта, где живет молодая семья, ее тоже могут называть оттау. И запоминаем это слово. Оттау – молодая семья, от слова от – огонь. От. На этом, друзья, урок закончен. Главное, что вы знаете, что бак-бак – это одуванчики. И узнали сегодня, как много значений имеет слово «семья».